Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Листопад месяц, калі мы падыходзім да зімы, але ж гэта месяц яшчэ вельмі выбітны для беларускага нацыянальнага календару, бо гэта пачатак слуцкага збройнага чына, вялікага подзвіга беларускіх селянаў, якія насупраць усім і всему пашлі дзеля таго, каб жыла Беларусь. Вы ведаеце, што сёлета святкаванне слуцкага збройнага чына в Беларусі просто немагчыма. Всем вам ведомая Нина Багинская, сябра сойма руха солидарности разом, 2 года тому назад поехала одна в Слуцк с белым стягом, и там ее все ровно нават одну арыштовали. Теперь еще горш. Теперь вельмі жахливо, потому что той выборчий фарс, который проводит Лукашенко, и он небеспечный не только Беларуси, и он небеспечный свету, а про это все молчать. Кажут про некие выборы, быццам бы с глузду съехали. А это докладная технология, якая дозволяет проводить такие мероприемства в любой краине и света. Для этого просто треба монополизовать выборчие комиссии. И для этого треба, как в краине была диктатура. И мы бачим, как в свете все меньше и меньше робится свободы. И нават на демократичном Заходе, где сотни годов традиции парламентаризма, весь час возникают проблемы при проведении выборов. И это только початок. Тому белорусам треба зараз весь час сказать про ту небеспеку, якую несе всему свету, всей человеческой цивилизации лукашизм и гэтые выборчие фарсы. Бессенсовно шукать в этом лукашенковском дерьме некие здоровые зерни. Люди, сапраўды, не мают права в Беларуси опирать владу. И это с 1996 года, с листопадовского переворота. Для этого эта банда, якая тогда была бандой, и здійснила той переворот, и всех этой выборчие фарсы, это здек над белорусской нацией. И треба уже хоть теперь, в листопаде 24 года, спынять здек над самим собой. Бо это просто уже немагчыма, бо здаецца, все люди дорослые. А кто что не разумел, то зразумели мусить в 2020 году с этими знакомитыми 80% Лукашенки, про что вам казали загодя. Теперь Беларусь в жахливом стане. Мы нават не ведаем, як отбываются там репрессии, некие кавалки выскакивают. Вот ехал сюда, прочитал про бедную 53-годовую женщину на радио «Свободе» Наталью Маныло, якая черговая ахвяра карной психиатрии. Когда я был в Беларуси, несколько активистов наших были кинуты в новинки. Частку удалось оттуда забрать, частку не. Потому что режим сапраўды антибелорусский. И свет зараз вельмі жорсткі. Вы ведаете, что ночью была снова могутная атака России на Украину. Это будет далее протягиваться. И отбывается атака весь час на Беларусь. Подкреслю, белорусам нельга молчать. Белорусам нельга казать про некие дурацкие выборы. Белорусы мусят сказать про выборчий фарс и погрозу не только Беларуси. Белорусы мусят сказать, что абсолютно несправедливо, что в нашу краину завезли российскую тактичную ядерную зброю. Это будущее вынесение Беларуси, потому что нема добрых ядерных боеголовок. И когда они полетят на Беларусь, не издивляйтесь, бо мы молчим. Весь свет молчим, бо шмат хто зацікавлений, как война шла на нашей территории. И белорусы так само молчать, хотя есть будапештские погоднения, які гарантовали Беларуси демократию и незалежность. Вы бачите, какая демократия и незалежность. Зараз будет новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. И он кажет, что хочет великой Америки. Мы за это. Але ці может быть великая краина, подпись якой под Будапештскими меморандумами абсолютно никчемный. Так не бывает. Великие, яны великие. Треба потребовать вывод российской ядерной тактичной зброи, покуль еще не поздно. И нам это дает максимость.
Менавіта Дзень герояў. Таму што як бы не было сёння жахліва, беларуская нацыя і сёння яшчэ жывая, хаця паневоленая, толькі таму, што яна мела і мае вельмі шмат герояў. І якраз слуцкі збройны чын, калі адбывалася чарговая зграда элітаў, калі сам народ насуперак всему змагаўся под нашим бело-белым сцягам за Беларусь, за демократию, бо не будзе незалежнай Беларусі, не будзе аніякай демократии и не только в Беларуси, але ж гэта пачатак, вось тое, што вы бачыце, што з'яўляецца лукашызмам, вельмі кепскіх рэчаў, которые вы уже теперь можете побачить в Европе. Я ведаю, что подадена заявка, тому запрашаю вас в середу 27 листопада на День героев о 18:30. Площадь Железной Брамы до помника Тадеуша Костюшки. Помник, который уже ведомый белорусам Варшавы. Постать, якая ведомая во всем свете. Национальный герой Беларуси, Польши, Злучених Штатов Америки, Франции и Литвы. Человек, якого в свете ведают. Давайте пойдем до Костюшки, как хотя бы там поспробовать в деле ушанования памяти наших героев казать белорусскую правду. Бо 20-й год показал жестко и ясно, что хлусня забивая. И эта хлусня выкинула вас сюда на эмиграцию, и только белорусская правда может вас вернуть на батьківщину, як бы сегодня катастрофично, фантастично это не гучало. Василь мае рацию. Беларусь прожила жахливое 20-е стагоддзе. Над нами сапраўды издзекваліся и забивали массово. А 21-е стагоддзе это уже пачвара Лукашенко. Вы просто не уявляете тыя ахвяры, якія прынёс беларускі народ и беларуская оппозиция дзеля того, каб гэтай пачвары не было. Мы змагаліся, и люди змагаюцца в Беларуси сегодня. И не трэба рассказывать только то, что вы бачыце. Там есть супротив, и он там будет. Бо Беларусь была, есть и будет. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! 27 листопада, середа, о 18:30, каля помника Тадеуша Костюшка. Калі ласка, кажите своим знакомым, вы живете в Варшаве, вы ведаете, как тяжко зараз сегодня белорусам, и это рабочий день. Прыйдем все туды разом, каб там была годная акция. Бо гэта День героев. Слава нации! Смерть!